الله أكبر 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 الله أكبر. Не бомбовый эфир, а бамбовский эфир, вот я вам обещаю. Бисмиллах и рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракатух. Allah rezuk хулитил, Allah резлоч, чамнюка хулитилуй, усвесханоч, Allah. Далды масана машадугыл, усопшнара дох, солы машаду. Таган вая нис эфира, бамби, дзудзукети, цар, дючтол камил шалец, дючудуй цара, нахбай и нахидбай, и бусал 80-х годов. Чудечнарам и чукуш царнарам бешбол нити царна нега куах набари иду ажим достав дуй приехали отсюда иншаллах Аллах рез лочки пора бусовчнарам поэт айош улитуруй иншаллах рахман масаламу эдромяча Аллаху алим машно ушедеш тикбелдеш кучу. Так, с нами Вилхак, перформанс, Мекс, Кавказск, Новчукам, точка какая-то опасная, точка, вообще какая-то точка опасная. Мы не знаем, что это такое. Если мы знали бы, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Люхак, Пабло Эскобар, Карен, приветствуем вас, наш друг. 6 точек, Маржан, Хобарк, Заза. Персона соизволила сегодня присоединиться к нашему прямому эфиру. Благодарим вас отдельно, Заза, великолепная Заза, превосходная Заза, наш диетолог, наш специалист, психологический коуч, психотерапевт Маржан. Если что, обращайтесь к ней. Смотрите, сразу приступим к делу без разогрева. Кстати, надо все-таки написать в ленте канала. Просим наших технических модераторов, пожалуйста, скиньте ссылку в ленту нашего канала. Распространяйте, если есть возможность, на всех площадках наш сегодняшний эфир. Бисмиллях и рахмани рахим. Аузубиллях и нашейтани режим. Так, назовемся. Так, здесь пишут наши технические модераторы. Заходим и говорим. Так, смотрите, дорогие друзья, сразу приступим к делу. Галопом, как говорится, по всем Европам. Так, нам присоединились наши друзья. Тобол, Абак просто... О, какой же он молодец. Наш Тобак, Абак проснулся. Все-таки он проснулся и пришел, присоединился к нам. Машел, Тобол, Табак. Машал, дуть, масяга, вен везвещак. Куда что? Бал, набеди, Лора. Ламас, бахнуш, ламаш. Все молитвами, брат. Все, певском, биша, юдик, хигдучо. Акаджаком, ляща. Вагаджаком, арвовш, виш, дуа, сучауса. Обязательно. Сто раз астафирла, малас. Чачуала, заранее, ламас гарадов, чуя, лакса. Юня, будь веля. Юня, будь веля. Вехкик. О, какие гошек. Ой, Аллах рездал чайник ахури. Ты будешь Юня чудо лопошь, иншаллах. А пока джаком здесь, Кибички, бун хилил, Аллах, попурил хинек. Вы цахтак дон, 80-х швайцеров, зурдзуки, хейнари. Тришна, эна бузовшна, рай, мониша, вишла, косара, да, лока джакуш, хейская мусаца, ой, да, там не только глава скараду, иншаллах, да, иншаллах, да, это будет, конечно. В то время, иншаллах, уже не знали, это потом уже новые, но самые сильные мусульмане, когда пришли, штабу говорили, иншаллах, машаллах, субханаллах, инна илия, Маша и Алла, бог, шабильдов, да? Так, маш дол, шариш, юват авто война, бучу, ребят, уж наху, ох, шаца, ит, эзер, сол, на,
Ит эзэ хинцам хит эзэ букуча хоуште. Ладуха хой. Шушадыш бокши мяши машдо йот ахка мяш хулити шушадыш. Шудлак ой шудлами шесимаш мяш дош. Мокша дош хулитишу. Далдикни хулитирой. Ой новче оман пейдах дош. Вейш пейдах дош. Вей чуча пейдах дош хулитирой ардаха. Ой нюк се эмве эмфаре Джонни на о да идея да бо. Иши шошят и ник дикят. Дикник эрдой, уник эрдой. Ах, Ванюка, Герхард Шрёдер, у Дина, ю Ангела Меркель, ю Василию Берлускони, Хавен. Шайбеш Хушабух. Знание, Хабекета, включите УВН. 415. Соболе, Альбурак, форсированный. Ица Йошуа, иншалла. Берух, на ходу мою. Хажа, О. Дейрес, Ульмашул. Хажа, Хинцхай, Остер, Масана, Альбурак, код итачи. Соболе, код ица табо, ишта, Диасия, куште табо, Хоцуна. Как их называют? Хадвейдейц, а ох, не он ведет. Скуля, вот ты голос, как скуля. Вархи, бархи, отсюка аукса, короче. Маршрут. Как скуля, скуля. А? Я сказал, Да, аукса, маршрут, брат. Сахазин. Kask ja goeie is maar is al hou je het woord ik al hou je actie. That's Холдер. all. Кнопки, да, короче. Кюзк дать уадош. Ага. What the hell is that? البراكن شبورش ميز побоками. То куда хан архати, споры штета, сходу на месте дать вертикальное положение, халвакцу форсированный. И опять запечь, боя. Каск, это 415. Каск лица из легких, высокопрочных сплавов металла и лжда. Специально покрытие, да. Да, чего хули аэродинамический, чего чего модного, специально обтекаемый, чего Армилы, а 415 вышел, а мы 415 пошел, боя. Equais nog condonen, doe je? Nog condonen. Dik öyle ki hayır vallahi bu. En de sap wat شلل Sana pamuğu desem de. скорости хватит. Олег, просто так, секунду задумайтесь. Вот. Абат, что так-то? Или Я сами Маша, задумайтесь. Машуха. Сами задумайтесь, вот просто вот эти сказки, вот. Ай, бурак, ни осел, ни лошадь, ни верблюд. Раз, с места халка. Вот я просто представляю эту картину в то время бедуин. Самый чук. Говорил, Арим, я бы еще, может, поверил, боя. И главное, что самое главное, на государственном уровне нам впаривают это. А Россия ее над нами давляет, и они нам через все эти ничего впаривают, явно, я съехал, арится, хабарки, и на абу, и вот нам впаривают, вот хочешь ты, не хочешь. Почему ты не веришь в овца? А ты говоришь ему, мой разум это не принимает, мой интеллект это просто... Мозг отказывается, боя. Да. Ты говоришь, это просто, я не могу, мой интеллект отказывается это принимать, потому что у меня IQ 66%. А у кого 65, они верят слепо, глупо. И ты говоришь, я не могу это принять. Наши сердца не могут это принять. Отцу, того шваховши. Надо много, хайна магита, боже. Michael Bishop Masaga, очень дяхлил канал, Динчура его канал, очень дяхлил, осторожно. Аузубилля. Ну, что самое главное, Сэм? Ох, дать лакаджа, ох, дяса. Коронить молоточь. Старый гумшилла, хочешь юня, лама, скара, и отскат, ну, гитарь, по сути, музыка. Юня, больше человека хочет. Так мы как бы так можем, если что. Но опасность все-таки существует, что надо делать мощный такфир.
Laureat, عايز نقواتر دين تلوش لا شهادة دالوش اسم شهادة دالوش تقنو غير أنسان Вы говорите, вы не говорите? бамбу غلط. Вот, кстати, сегодняшняя программа, кстати, у нас прямой эфир, касательно Бабы и Дзурзука, мусульмане-восьмидесятники, пропагандисты сверхрадикального ислама. Бисмилля и рахмани рахим. И зачитаем информацию, как бы пользуясь случаем. Бисмилля, бисмилля. Слышно, да? Все еще слышно? Если меня не слышно, вы говорите, хорошо? Прекрасно. Да. Так, смотрите, это очень грустная новость, с одной стороны. А с другой стороны, мы должны ее обсудить. Почему? Потому что наш друг Гарри Табах, когда к нам заходит, он говорит «Ассаламу алейкум». Он заходит и нам говорит наш друг Гарри Табах, одновременно он друг Аслана Арцуева, Ахьяда Идигова, русских ФСБшных агентов, которые напрямую общаются с Максаковой. А Максаков, как мы знаем, бывший депутат Госдумы, ее муж был коммунистом, которого убили в Украине за то, что типа они сбежали с России. Но Максакова, она штатный агент ФСБ, бывшая оперная певица. Так-то мы это все понимаем. Ну, как бы, мы понимаем, что бисмилля, аузубилля, все понимаем, да, что ислам постоянно во всех ипостасях, во всех сферах он существует, и он является проводником русской идеологии насилия в чеченском обществе, и посредством ислама Россия подавляет национальное освободительное движение в чеченской нации и национальное самосознание чеченской нации. А наша работа, потому что мы финансируемся, напоминаем, пользуясь случаем, что финансируемся мы все-таки Госдепом, Сенатом, а также Конгрессом США, а также всеми людьми чеченской национальности, доброй воли, которые нам присылают деньги на наш счет. Счет мы не выставляем, потому что он секретный, но у нас просто бешеные сейчас денежные потоки идут. И работу мы будем усиливать, наращивать, можно сказать, и будем бороться за чеченские души. Так, информация вот в чем заключается. Сегодня трагедия произошла, но она в чем? Это трагедия, но она интересна нам чем? Мы сейчас обсудим коротко, ясно все будет. Я сделал это ради Газы. В столице США застрелили израильских дипломатов. В Вашингтоне, округ Колумбия, Соединенные Штаты Америки, застрелили 2 сотрудников посольства Израиля у еврейского музея. 2 сотрудников израильского посольства в США были застрелены у еврейского музея в Вашингтоне. По данным полиции, нападение совершил 30-летний житель Чикаго, выкрикивавший лозунги в поддержку Палестины. Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее актом антисемитизма и выразил соболезнования семьям погибших. Резонансное убийство произошло на фоне проведения в США кампании по отмене виз мигрантам, которые участвуют в демонстрациях в поддержку жителей сектора Газа. По свидетельству очевидцев, работавшие в посольстве мужчина и женщина были убиты, когда выходили из еврейского музея после мероприятия. Находившийся неподалеку подозреваемый подошел к группе людей, покидавших музей, и открыл огонь. Посол Израиля в США Ехиель Лейтер сообщил, что погибшие готовились к помолвке на следующей неделе. Телеканал ABC News со ссылкой на начальника полиции округа Колумбия Павел Шмидт сообщил, что подозреваемый после задержания скандировал лозунг «Свободы Палестине» и объяснял, что сделал это ради Газы. Перед стрельбой подозреваемого заметили вышагивающим взад-вперед возле музея. Он подошел к группе из 4 человек, достал пистолет и открыл огонь, сообщила начальник полиции. Задержанный был опознан как 30-летний Элиас Родригес из Чикаго. Так, справка от полиции, как обычно, Элиас Родригес – это южноамериканские выходцы, которые вследствие сильнейшей пропаганды в Южной Америке придерживаются леворадикальных взглядов, то есть коммунизм, социализм и так далее, и так далее. А мы знаем, что позиции бывшего Советского Союза, ее агентура засекречена, а также на данный момент российское террористическое образование имеет сильную агентурную сеть там, и исторически у нее очень сильное присутствие в этом регионе земного шара. И по аналогии с Троцким, которого убил какой-то мексиканец, столице Мексики, ледоколом. Значит, агент Руси. Все-таки там длинная рука Москвы. Родригес из Чикаго. Ранее он не попадал в поле зрения полиции, сообщила СМИ. Справка закрывается от редакции, мы продолжаем. Предполагается, что он действовал в одиночку. После задержания Родригес рассказал, где оставил свой пистолет, оружие было изъято. Заместитель директора ФБР Дэн Бонгино заявил, что по предварительным данным, нападение было спланировано и было целенаправленной атакой. При этом мэр Вашингтона Мюриэль Баузер сообщила журналистам, что опасности нового нападения нет. Борьба с антисемитизмом в США.
Справка от редакции. Вместо того, чтобы бороться с антисемитизмом, США должны были бы бороться с антирусизмом. Именно с этой идеологией фашистской, ксенофобской, человеконенавистнической, которая называется русизм. Потому что русизм, он распускает свои щупальца повсюду. И вот таких вот мексиканцев и других вот латиноамериканцев они используют в своих корыстных целях, толкают их на преступления, чтобы они убивали евреев. Но это мы сейчас обсудим чуть попозже. Продолжаем. Борьба с антисемитизмом в США. Президент США Дональд Трамп осудил инцидент, назвав его проявлением антисемитизма. Эти ужасные убийства в Вашингтоне, основанные, очевидно, на антисемитизме, должны быть немедленно остановлены. Ненависти к радикализму нет места в США. Соболезнования семьям погибших. Так печально, что подобное может произойти. Благослови вас всех Господь, написал Трамп в своей социальной сети True Social. Трамп после возвращения в Белый дом в 2025 году поручил Минюсту США и другим профильным ведомствам усилить борьбу с антисемитизмом в США. К сожалению, он не отдал справку редакции распоряжение бороться с антирусизмом. К сожалению, большому сожалению. Но мы будем все-таки проталкивать это через наши лобби в Конгрессе США, чтобы все-таки Соединенные Штаты сфокусировались на борьбе с антирусизмом. Продолжаем. Как во время холодного занавеса с коммунизмом и Советским Союзом. По аналогии с этим. Продолжаем. 29 января президент США подписал указ, направленный на усиление контроля за студентами и преподавателями вузов, которые участвуют в пропалестинских демонстрациях и критикуют действия Израиля в Газе. В начале марта портал Axios сообщил, что глава Госдепа США Марко Рубио инициировал программу «Поймай и аннулируй» по отмене виз иностранных граждан, которые во время своего пребывания в стране публично поддерживают палестинское радикальное движение «Хамас», а также участвуют в демонстрациях в поддержку жителей сектора Газа. По данным Axios, программа включает в себя проверку с помощью искусственного интеллекта десятков тысяч аккаунтов в социальных сетях обладателей студенческих виз США из разных стран. В марте миграционная полиция США арестовала палестинского студента Махмуда Халила, который обучался в аспирантуре Колумбийского университета и активно участвовал в антиизраильских протестах и акциях в поддержку жителей Газы. Его грин-карта была аннулирована, несмотря на то, что он находился в США как постоянный житель, а его супруга является американкой. Впоследствии в штате Массачусетс за поддержку Хамас была же задержана Румейса Устюрк, турецкая аспирантка университета Тафтса. Ее виза также была аннулирована. Так, значит, что здесь интересно? Почему мы читаем эту информацию? Выражаем мы соболезнования, конечно же, евреям, израильскому государству, а также семье погибших. Чем это, конечно, трагическое событие, убили людей, но чем интересно само преступление тем, что за ней все-таки чувствуется рука Москвы. Длинная рука Москвы. Как? Сейчас мы будем объяснять и открывать людям глаза на то, что произошло. Так, возвращаемся сюда. Вот. Если у кого-то есть какая-то там ремарка, что-то хочет возразить, добавить, сказать, что ради Аллаха или ради Руси, слава России, Россия мощь, пожалуйста, у вас есть возможность. Вот пронесло. Абак, и ног чехили шел шлором. И мы будем об этом говорить. Поэтому мы об этом будем сегодня. К счастью, ног чувак. Трамп, это манч, мобильно, уазду. Милох жимат, а в чем случае, хаз пресс-конференции, вистхали цаалцу, Путин смогл тысячами вабор, шельчицын багардол, да, дош соболезнования, что дош, он доизмечиваться вообще. Юари рвена гванан, а цигам, яхка разборкш, хиларцер, вене. А жрёцер. Да. Это хороший. Да. Вы наблюдаете за новостями, Абак? Вы знаете, вы становитесь с нашим политическим аналитиком, между прочим. Вы входите в клуб величайших аналитиков, политических аналитиков. Абак, спасибо. Конечно, да. Нам нравится, что вы занимаетесь тем, что вы все-таки отслеживаете ситуацию, что вы вы даете свое мнение по разным событиям, которые происходят в мире. Что вы мониторите политическую жизнь на планете Земля, встреча высокопоставленных чиновников, президентов стран и то, что произошло между президентом Южной Африки и президентом США. Но у нас сегодня, знаете, что интересно? Вот в этом убийстве.
Вот возьмем аналогию. Бамба и Дзурдукети. Мусульмане-восьмидесятники, которые находятся на территории Российской Федерации. В частности, Бамба находится в городе Герое, столице Российской Федерации русского теоретического образования Москва. Оттуда он призывает к шариату, полному шариату. Понимаете? Человек, находясь на территории Российской Федерации, являясь гражданином этой страны, в которой все самые сильные законы приняты для того, чтобы бороться с радикализмом, с исламизмом, с экстремизмом, каким-то прекрасным, чудесным образом призывает к полному шариату. Это значит жить по Корану и Сунне. Но никаких последствий он не имеет. И что самое главное, он занимается этой деструктивной своей деятельностью в чеченских пабликах, с чеченоговорящими подрастающими поколениями. И у нас есть другой представитель, Дзурдзук, восьмидесятник, который сеет межнациональную рознь, межконфессиональную нетерпимость и призывает к насилию для того, чтобы создать конфликт или конфликтную ситуацию между так называемыми субъектами Российской Федерации. Но мы знаем, что Чеченская Республика является оккупированным независимым суверенным государством на данный момент. Есть договор о мире и сотрудничестве между двумя странами. Чеченская Республика, с одной стороны, подписала, и Российская Федерация. Но Дзурдукети придерживается других взглядов. Чеченоговорящий наш мусульманин, восьмидесятник, тоже. Это надо почему? Тот Бамба себя представляет каким-то салафитом, непонятным коммунистическим салафитом, одновременно он коранит, одновременно он ваххабит, одновременно он же Гоша, ну и так далее по аналогии. А Дзурдукети придерживается таких, знаете, он как бы умеренный мусульманин 80. И что самое главное, они очень сильно работают вместе в одной связке на своем канале. Почему мы говорим об этом? Они сами как личности нам не интересны. Но мы сейчас проведем параллель, почему произошло убийство в Израиле. И чем они опасны. Они работают в двух ипостасях. Один призывает к полному шариату к исламу, другой умеренный российский гражданин, который, ссылаясь, так скажем, в скобках на Российскую Федерацию, типа взывая о помощи у русских, одновременно тоже пропагандирует шариат, и на основе шариата он хочет решить вопрос с дагестанцами, так называемыми. Аварцы, лакцы или другие, без разницы. Кто они, мы, национальностям, этническим национальностям, никаких претензий не имеем. Одновременно развивает конфликт на западе Чечни с одним из войнавских народов, ингушами, провоцируя конфликт на границе. И когда ему задают вопрос, каких взглядов вы придерживаетесь, какая у вас вообще цель, политика, он говорит, я мусульманин-восьмидесятник, я уважаю 5 столпов в исламе, молиться, хадж, закят, что там еще, ла илаха илаллах, и 5-е там, забыл даже, неважно. Но я 80-й. Так что вот эти вот нововведения там, магометанские, вот эти салафитские там, называть всех чеченцев арабскими именами, там, Музмахмад, Абдул-Музмахмад и так далее, и попирать чеченские традиции, там, жениться на двоюродных сестрах, это типа ему не интересно. Он это типа он борец против этого. Он себя так позиционирует. Я борец за национальные чеченские ценности, но одновременно я создаю конфликты, взываю к России, но одновременно я нарушаю законы Российской Федерации, потому что то, что он делает, это является призывом к насилию, межконфессиональной нетерпимости, межнациональной розни, а также межконфессиональному нетерпению. Все это подпадает под статьи Российского уголовного процессуального кодекса, потому что он говорит, я гражданин России, одновременно он взывает к региональным властям, так называемым субъектам Российской Федерации, которые находятся в этой части, географической части планеты Земля и, так скажем, Российской Федерации. Это Дагестан, Чечня, Ингушетия, а также Ставропольский край. Одновременно он иногда цепляется и на Осетию. Смотрите, есть все вот эти вот деятели, которые находятся на территории Российской Федерации, каким-то чудесным образом призывающие к полному исламу, и те деятели, которые находятся за пределами Чеченской Республики, по аналогии с братьями Абдурахмановыми, Янгулбаевыми, Джамбулат Сулейманов, этот ФСБшный проект НИСО, Ахмед Закаев с семьей Курочкиных, семейный подряд, цеховики, так скажем, которые имеют европейские гранты уже, мы знаем, что они подписали документы, имеют финансирование от европейских. Они каким-то чудесным образом, являясь агентом ФСБ, могут сделать, ну, сделали так, конечно, с помощью своих российских спецслужб, посольства Российской Федерации в странах Европы, сделали так, что им выделили европейские гранты. Они занимаются русской православной Ахлю Сунна ва Аль-Джама исламской пропагандой среди чеченцев, но одновременно получая деньги
от ФСБ, и одновременно они сделали так, что их финансирует Европа. Понимаете, какой двойной удар? И такие деятели, прошу прощения, Ахмед Идигов, Аслан Арцуев, тоже являющиеся латентными исламскими радикалами. Потому что все, что они говорят, ислам это религия, мирная религия, но они никогда не читают ни суры, ни аяты из Корана, никогда не ссылаются на Коран, никогда не ссылаются на сунну пророка Мухаммада, никогда не ссылаются на хадисы. Именно надо читать хадис, надо заниматься просветительской деятельностью. Потому что то, что ты говоришь, что это мирная религия, но если ты не читаешь суру 9, аят 5, или ты не читаешь суру 33, аят 50, или суру 33, аят 38, или сура 76, аят 19, или сура 19, аят 17, то как ты можешь утверждать, что это мирная религия? Потому что это очень важно вот людям открывать глаза и читать как есть, потому что это канонические все-таки тексты, фундаментальные. Они концептуальные, они никогда не изменятся, понимаете? Нужно просвещать эту нашу подрастающую молодежь, наших чеченских уже взрослых людей, которые никогда не читали или не могут читать по стечению обстоятельств, не имели возможности читать, и не образованы, по самому, если так взять глобально, то чеченская нация на самом деле 80% не имела возможности образовываться, получать нормальное образование. И это их задача, уже адвокат, понимаете, уже адвокат, но он какой-то косноязычный адвокат вместе с Ахьядом Идиговым, с тем же Ахьядом Идиговым, который в 1996 году с национал-предателем Зелимханом Яндарбиевым в каких-то там закутках в горно-лесистой местности Чеченской Республики сменил, а потом и снова провернул через парламент основную базовую статью Конституции Чеченской Республики, статья 4 Конституции Чеченской Федерации, где говорится о том, что в Чечне свобода слова, и значит никакая из религий монотеистических мировых не имеет преимущества доминирования над другой. Это очень хорошая, на самом деле, конституция, которая, в принципе, ей, в принципе, нету равных, если так взять. Там просто только декларируются свободы и права людей. Это тот же Ахьяд Идигов, который провел эту операцию по исламизации чеченского государства, демонтированию чеченского государства и применению вот этих вот бандитских, арабских, рабских, шариатских норм, которые они практиковали в 7 веке в Саудовской Аравии, в песках арабской вот этой вот бедуинской местности. Что общего между горно-лесистой Чечней, где есть родники, водопады, и пустыней бедуинской Саудовской Аравии, арабы, которые носят женские платья, мужчины и женщины у них ходят в черных мешках. И этому тоже есть объяснение. Мы об этом говорили, но сейчас мы над этим зацикливаться не будем. Так вот вся вот эта вот пропаганда, вот наш один из слушателей сказал, хорошо, что это не чеченцы, но могли бы быть и чеченцы. Потому что у русских есть очень много возможностей задействовать своих вот этих вот спящих шпионов, как говорится, спящих элементов. Может быть, даже этот мексиканец, кто бы он там ни был, латиноамериканец, был использован вслепую, потому что он придерживается леворадикальных взглядов, то есть коммунистических взглядов, социалистических взглядов, которые борются с так называемым антиамериканизмом. Если он борется с антиамериканизмом, то он входит в эту вот, в группу как бы вот этих борцов против американского империализма. А воплощение американского империализма – это Ближний Восток, Израиль. Израиль, который борется с беззащитным палестинским народом, с арабами, которых они просто убивают за то, что они такие свободолюбивые, честные ребята. Их надо защищать, потому что мы леворадикальных взглядов. Одновременно мы знаем, что все леворадикальные, а также праворадикальные партии в Европе, а также в странах, вообще в странах западного мира, в Европе и Соединенных Штатах финансируются напрямую или косвенно через русские специальные службы, через всякие фонды. Это было доказано. Ле Пен во Франции была приговорена к каким-то срокам. В Америке, когда боролись еще с антикоммунизмом, тоже очень было много выявлено связей с американских коммунистов в то время с советскими коммунистами. Но это все время русское. КГБ, НКВД, МГБ и ФСБ, ФСК. Все это всегда было связано с Россией. Везде длинная рука Москвы. Одновременно, что самое интересное, вот эти вот западные страны, а также вот еврейское лобби, которых мы призываем все-таки, дорогие наши братья-евреи, говорите в конце концов правду, потому что вы не понимаете, что чеченцам нужна помощь. Если вы не будете говорить правду, то на месте этого мексиканца мог оказаться чеченец, потому что он мог бы быть задействован с мусульманской идеологией. Но благодаря нашим свободным площадкам, которые сейчас вот работают именно по просвещению чеченской общественности, очень сильно снизилась вот это вот, по крайней мере, чуть-чуть снизилась
вот это вот исламское радикальное вот это вот движение и идеи в чеченском обществе, особенно в подрастающем поколении. Посредством наших прямых эфиров, тем, что мы объясняем, что мы зачитываем суры и аяты из Корана, что мы объясняем, что вот эти все проповедники, это ФСБшные проповедники, что они врут, что они обманывают, что они говорят правду, что они двуликие, трехликие, четырехликие, и что, в принципе, истины в этом нету, что это рабская, сектантская идеология арабов. Она ничего общего с человеколюбием, с правами человека, с национальным чеченским традициями, достоинством, честью, ничего не имеет. Абсолютно ничего. И все-таки люди слушают и прислушаются. Но, конечно, работу надо продолжать. Поэтому, говорю, нашим дорогим еврейским друзьям, блоги, пожалуйста, говорите правду. Говорите чеченцам правду, а также всему миру. Почему? Потому что, когда вы не говорите, не называете вещи своими именами, вас и ваших граждан, к сожалению, будут убивать и преследовать по всему миру. Так же, как и чеченцев. Потому что чеченцев преследуют по всему миру, потому что Россия, русское террористическое образование, навешало на нас ярлык чеченцев, бородатых, неугомонимых. И то женщин тоже все бородатые, которые кричат на каждом шагу «Аллах Акбер», ходят бородатые, неопрятные, от пугающего вида люди, которые хотят иметь автомат, убивать неверных, каким бы они ни были, по всему миру. Постоянно вечная идея джихада, фиссабилля, аль-джихад, рай, 72 гури. Там у меня будет очень много женщин, наложниц, винные реки, берега, там, не знаю, из какого-то там щербета, непробитые жемчужные мальчики. Вот этими всеми идеями и женщины, кто мечтает, вот я буду такой же, как у жены пророка, я буду всегда такой молодой, мой муж там будет, разные мужья у меня будут, там тоже они мечтают, уходят туда. Но, понимаете, они используют нас, потому что вы не называете вещи своими именами. А у вас есть потенциал, у вас есть финансовые средства, у вас есть интеллект, у вас есть средства массовой информации. Вы находитесь на территории Российской Федерации, вы находитесь в странах Запада, в частности в Соединенных Штатах Америки. И мы объясним коротко. Возьмем, например, пример Сирии. Если взять Сирию, началась там так называемая арабская весна, которая прокатилась волной от Алжира, она дошла до Ливии и до Ливана. Вместо того, чтобы американская администрация, к сожалению, Барак Обама, говорил о красных линиях, но он все-таки не помог этой арабской общественности, которая все-таки взывала о том, чтобы права человека там соблюдались и демократическим ценностям. Вы дали возможность русскому террористическому образованию, который поддерживал партию БААС, и такие режимы диктаторские, такие как Саддам Хусейн в Ираке, семья Башара Асада, ну, это семья Асадов, алавитское меньшинство, которое подавляло шиитов, суннитов. Но это не наш вопрос вообще, там они между собой грызлись, но они поддерживают. Это КГБшная программа поддерживания наследственной вот, установления вот этих всех монархических, так, диктаторских режимов, даже если они светского толка, так семья Асадов. И вместо того, чтобы дать возможность этой арабской нации освободиться, вы дали России туда войти. А Россия после аннексии Крыма в 2014 году, потому что она была вышлена из мировой общественности, вернуться на мировую сцену, затеяла этот конфликт в Сирии, вела туда войска, установила свою военную авиационную базу Хмеймим, восстановила свою базу в Тартусе, Средиземное море, морской флот. Дальнюю стратегическую авиацию применила. Подавила просто жестко, мы уже об этом говорили, любое сопротивление инакомыслия в Сирии. Потом туда сами же завезли всех этих радикальных, исламских вот этих всех людей, и особенно из чеченской национальности, выдавая им паспорта. Потом их проповедники из стран Запада тоже туда их загнали. А как мы знаем, все вот эти агенты, которые были в Сирии, которые призывали к джихаду и говорили, здесь шариатское государство, это конец света, приезжайте сюда, с семьями туда уезжали чеченцы, они потом, мы, как знаем, давали интервью на локальном русском оккупационном телевидении Чеченской Республики, говоря, вот мы провели спецоперацию, их потом там благодарили, все вот эти вот проповедники, они вернулись потом в Россию. Что мы хотим? А потом, вот посредством этих боевых действий, они пришли к границам Израиля и тем самым шантажируют государство Израиля. А все вот эти вот арабы и вот эта Турция, они дали возможность уйти этим почти больше 15 миллионов беженцев в страны Запада, в частности Европы. И все эти люди, они создали такое, знаете, уже общество, какое-то количество населения, которое поддается пропаганде. Если постоянно в этой среде, как в чеченской среде, пропагандируют идеи джихада,
идей ислама, говорит сура 9, аят 5, режьте, рубите им головы, они неверны, они кафиры, то когда-нибудь это выстреливает. И мы знаем, что в странах Запада выстреливают. Есть афганцы, которые тоже афганцы-талибы, там американцев они вытеснили с Афганистана, потому что давали деньги талибам. Это русские, и это знает Америка тоже, мы об этом тоже говорили. Вот эти вот все выстреливают. Талибы выстреливают, убивают, машинами заезжают толпу людей на новогодних ярмарках. И вот сирийцы режут, убивают, взрываются. А тут сейчас вот мексиканцы. Антикоммунизм так. Потому что русские умеют дергать вот за эти ниточки. Потому что американцы сейчас занимаются тем, что выселяют латиноамериканских нелегалов, так скажем. Что их всех объединяет, вы скажете? Левых борцов за коммунизм, за социализм, а также исламских радикалов, установителей шариат, борцов за шариат, за слово Аллаха на всей земле, за Коран и Сунну, то, что они все не любят Америку. Америка их как бы общий враг, потому что Россия их подталкивает к этому. Идеология Америки не совпадает с Россией. Россия защитится всего мусульманского мира и всех угнетенных. А инкарнация Америки в чистой его форме – это Израиль на Ближнем Востоке. А кого можно убивать, унижать, уничтожать легче, чем такое мощное государство, как Америка? Конечно же, евреев. Еврейские интересы по всему миру. Значит, мы будем убивать евреев. И тех людей, которые находятся по всему миру, являются этническими евреями или гражданами государства Израиль. И вот то, что сегодня произошло, это является вот такой законспирированной, массовой такой, знаете, атакой, спецоперации русских спецслужб, террористических спецслужб по натравливанию вот этой серой массы мусульман, разнородных, которая вот эта вся серая масса мусульман, и всех вот этих коммунистов, неокоммунистов, социалистов, в своих интересах против Америки, а также, значит, если против Америки, то надо убивать евреев. Вот, дорогие друзья наши евреи, также чеченцы, будьте бдительными, не поддавайтесь на провокации, не дайте себя обмануть. Будьте полезными себе, своим семьям, а также своей нации. Вот об этом мы хотели сегодня поговорить. Если у кого что-то добавить, мы заканчиваем, и потом мы закончим наш сегодняшний прямой эфир. Да, говорите об этом. А ты в курсе, уже Талибан, Чечня и Анхаз Тигаха встреча ин. Еще Сбербанк открыли шариатские это, так что всегда охчана шариат мелдик уже должук шариат еще. Нечего задерживаться. Да. Правильно вы говорите. Все, что связано с этими террористическими, криминальными режимами, вот туда нас будет Россия и толкать. Чеченцев они будут отправлять и в Афганистан на государственном уровне, давая им дипломатические паспорта, выделяя им спецборта, спецсамолеты. И Афганистан, и в Сирию, и в Саудовскую Аравию, и в Хадж. Везде чеченцы, кроме западных стран, кроме цивилизации, кроме образования, кроме того, чтобы заниматься построением своего независимого государства, основанного на законах и правах граждан. А остальное все они будут делать. Правильно, Тубов. Хорошая ремарка с вашей стороны. К нам присоединился Криксраун. К нам присоединился СМ Абади, Элди Тайпан Дишни. Если у вас есть реакции, комментарии, пожалуйста, говорите. Мы будем заканчивать наш прямой эфир. Мы просто хотели об этом поговорить, чтобы люди не поддавались вот таким провокаторам. Это общее, так, знаете, мы проводим аналогию. Такие, как 80-ники, какой бы они форме ни были, умеренные, или вообще радикальные исламисты, как Бамба, или другие вот эти Музмагомадов Рамазан из Ниццы, также вот этот Нисархо, Варандо, который себя называет. Хотя бы Варандо не надо называть себя, назови себя Абу Бакр, отец верблюдов. Зачем вы Варандо, мула из Нису, и такие же, как вы? Обзываете чеченскую нацию, да. Он не Варандо, потому что Варандо знает, где у него гора, где его род, к какому гару он принадлежит. Варандо, Арбу, Бью, видишь, там, я воздержусь на все-таки прямой эфир публичный. Бью, Хачи Элью, Новчо Вац, Варандо Вац, Арбу Биду Инью, Абу Бакр, Цахунядин, Шишани, Бишаница Ош, Абу Бакр, Бен Хуреш, Бину Хашим, Цахунядин, Бену Хашим, Али Дагу. Мадиц новши шиха, Варандо, Али, Мадиц, Варандо Вац, Хосаня Шиац Варандо, Шусан Бешбас Тумсо, Зумсо.
شو سودات شو زوم سودات شو تشين خودات شو مزر خود خوش ملغة تيب حالاتش شو دات شو تيتا شو تشي برمو يا مش كدول تيب مش هادش ديتsa نيرا دات شو عربو خدش ايلني شو عربو خدش ايلني شو ليش غاسكش ليشو شو عربو ليش خلصاش غاسكش ليشو ايش ميادي تسجا ايش بو دنيا تشاليش هما دات شهادك عربو تيردو Ondaç itüre madar şa madar diitsa şu dehş dehş ondaç noch çıkıyor tulsa. Allah kay varando. Havol hokos valla anti terör bu kivegu parmato vajo kivegu. Esmar şoyun. O çoğoy. Sura 9 ayet 5. Üst o sura kıyol ayet. Hadişa atak bila hukuna la naksan varando bila. Noch çoğoy. Hadişa madar. Hadişa dehş ondaç o Ebu Bakr sahunyade benu Hashim kuyo yakhaçı eyluko. Sahunyade Abdul Hunyade Malik Jum'il Lawu. Ondaç boknek diçu. Dedat Yahyat, Düneldat, Silalyat, Olgalyat, Janochchalyat. Shamadar diç dinler. Diç osnağım, Kodi, Tsenalitani, Khazalitani, Özdangalitani. Shamadar diç, diç. Эша яшбита. Bu Allah наилучший из хитрецов, и они хитрили, и он хитрил ложь. Вот сура аят в Коране, чуть-чуть аязи душились. Яшбич ложь. Какие у вас? Постоянная ложь. Ложь на лжи. А вы и чахнули тогда. Тюарду. Инди, что Петр, ну, инди, Петр, гилкляться, метнула душу, что гурабаш, мы дали, сделала, ногчи дуой, мы дай терпим, мы очень сильно терпимые чеченцы. Мы любую нацию принимаем, любые религии мы как бы уважаем. Но у нас уже такой сейчас процесс, где у нас забрали нашу чеченскую идентичность, нашу самоидентичность, нашу культуру, уже обвиняют в том, чтобы ты не говорил, что ты чеченец. Ты должен быть каким-то серым мусульманином. Мечаду, что ногчила Бог, мечаду, что ногчила. Мечаду, что китаб. Оркоран да скумадец. Ногчила дуде, ногчи хамаду, ногчи мат бишмо, хаги ногчила, ногчи коман техничила, ногчи коман юкер бава, ногчи мат себичес, арбу хачи элхали, арбу мат амы. Дарила, ходу хоч. А вала ногчи коман юкер. Зуд век, тег век, что надо улишку ногчи коман юкер. Таргалиш, тегал, харнах карду, шардили мялду, хоу, коли аеш галиш, техничен, хархачи эл, зуд реши, ухтешкши. Паршуйерши. هر إخوان شرطاني помощью афишки. Хардини кард мадейш ох нохчи хоба. Шаш нохчи ду мабариш. Мабариш шаш бусал ду арбой ду али. Аргольш. Эштама дой, цама лил дой. И бусал бит от арбош дин. Нохчи ште дадо, шу нохчи доли, нохчи преютеш. Малил ди хумш. Дадо тхунюке, дадо шу твар дат, тхушив дат сел. Аш мои хачи, Тузика, Абдурахмана, юиш мака. Дадо лиш тхунюке, химот се богу. Ше дин лил ди се богу. Шейхуран молил децебол. Отсюда музмамада халат молил децебол. Лилдиш, лилде. Цай педагог лилиш, от замор шипхи. Лилде из сура 4, аят 144 12 по памяти. Вы не можете жить среди кафиров в их странах, если есть возможность жить в какой-то мусульманской стране. И шейхуран ларди. Шейхуран ларди. По памяти вам эти суры, аяты только так выдаю. И шейхуран амдеш. Не живите среди этих кафиров, не живите в странах Запада, не живите в Америке, не живите в странах Запада, Европы. Езжайте в Саудовскую Аравию, Дубай, Юшел, Турцию, Юшел, шариатский халифат. Да ты шаркам, одновчиха, махи знаешь, мабях дайшар, он шариат, ези бампсан, от Москва, о, халифат, да, вот, цыган, декларируй, прокламируй эту шариатскую, не знаю, эту ахусунну, этот шариатские нормы. Эш таума, дой, новчихома, бусалгу али, цедюсис. Он мусульманин, Оли, цедюсис. Это не остается, как бы, это остается чеченцы сделано. Тхонюк Эрдадол, просим евреев, помогите нам тоже, освободите нас от этого исламского арабского ига. Как вы освободились от них, так и дайте нам возможность, помогите нам. И не навешивайте на нас эти ярлыки. Не говорите, вы мусульмане, у вас мирная религия, Коран, Сунна, Гарри Табах. Не заходите к нам, не говорите нам, мусульмане, это ислам, это мирная религия. Ассаламу алейкум. Аслан, ты хороший брат. Вы делаете эти прямые эфиры. Для кого вы их делаете? Для этих русских агентов ФСБ? Вы же борец с терроризмом. Вы же капитан первого ранга в отставке. Вы же боролись с этим террористом. Если вы боролись с терроризмом, вы же профессионал высококачественный, вообще высокопрофильный профессионал. Как вы можете эти вещи не знать? Вы же знаете все это. Или у нас начинают складываться всякие сомнения, что вы агент ФСБ, и вы работаете с ними совместно, с этим Ахядом Идиговым, с этим Асланом Арцуевым, и вы проталкиваете идеи джихадизма. Так же, как семья Кучкиных, так же, как Максакова, бывший депутат Госдумы. У нас складывается, у нас формируются сомнения, понимаете? Не работайте на русские спецслужбы.
Не проталкивайте нам эти идеи джихадизма, не проталкивайте нам этот Коран и Сунну, не говорите нам, что это мирно. Почему вы врете? Зачем лгать? Вот о чем мы призываем. Все здоровые силы всего мира, всех наций, пожалуйста, призываем вас, помогите нам тоже, чеченцам. Нам нужна ваша помощь. Мы хотим наше чистое имя светлое восстановить, чтобы нас принимали, как в начале 90-х, Робин Гудов, борцов за свободу против великой мощной империи, которая только вот развалилась, Советский Союз после падения железного занавеса. Весь мир, говорит, чеченцы борются за свою свободу против русской империи, Советского Союза. Все нас поддерживали. Мы были Робин Гудами, мы были воплощением героизма, чести, достоинства, романтики. Вот просто сказочные персонажи. Вот вся чеченская нация, это был сказочный персонаж, который борется со злом во всем мире, со силами тьмы, с мраком. А сегодня во что вы нас превращаете? Зачем вы нам это навязываете? Зачем вы нам закидываете эти всякие тезы, нарративы русские, террористические? Нам это не надо. Мы хотим наше, чтобы чистое имя светлое. Оно у нас было, у нас своя культура, мы отдельная этническая единица, мы чеченцы, у нас свой язык, у нас своя земля, у нас своя культура. Нам не нужно чуждое, мы хотим свое. Не надо нам навязывать. Мы хотим вернуть, потому что то, что у нас было, мы сохранили, пронесли через года, как маленький такой, знаете, лучик света. И мы сохранить хотим его, донести нашим поколениям, если они, возможно, будут или не будут у нас. Вот что мы хотим, вот о чем мы вас просим. Помогите нам или вообще не мешайте нам, пожалуйста. Вот на этом мы заканчиваем наш сегодняшний эфир. Бяхмабил Масана, Боркал Дейресхуль, Игордуат, Литов, Умадац, Агашу, Масу, Марш Аль, Дадык на Гошту, Марш Ашушадыш.